Первые 3 оперативные группы специалистов отправились из столицы Якутии в районы. Еще столько же готовятся вылететь в ближайшее время. В их числе спасатели, взрывники и метеорологи. Они будут сопровождать ледоход на крупнейших реках региона, таких как Лена, Алдан, Колыма, Вилюй и Индигирка. В зоне возможного затопления 121 населенный пункт. Для проведения мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории республики в паводково-опасный период 2016 года предусмотрена группировка сил и средств в составе более 16 тысяч человек и более 2000 единиц техники. Пока не разлились реки, беспокойство местному населению доставляют талые воды. Ими размыло участок федеральной дороги Вилюй. На место оперативно выехали специалисты и ликвидировали разрыв. В соседнем Кобяйском районе оказались потоплены десятки домов и дворовых территорий. На сегодняшний день у нас потоплено 11 домов и 15 дворовых территорий. На сегодня вода спала на 2-3 сантиметра. Пока ситуация стабилизировалась. Пострадавших 44 человека, из них в том числе 14 детей. Все переселены по родственникам. Угрозы жизни нет. На большинстве рек Якутии пока наблюдается ледостав. Их вскрытие специалисты ожидают со дня на день. Наблюдения за ними ведут с земли, с воздуха и даже с космических спутников. Данные, которые мы принимаем непосредственно на нашу станцию приема, мы ее видим в режиме онлайн и точно так же обработав, снабдив определенной информацией, эти карты мы выкладываем в оперативном режиме. Результаты паводкового мониторинга используются службами спасения РСЯ. Они также интересны для других организаций нашей республики, потому что мы получаем каждый год запросы. На сегодня в Якутии вскрылась только одна река – Амга. Пока угрозы потопления здесь нет. Уровни воды значительно ниже критических. Ожидается, что до конца недели ледоход на реке Лена дойдет до Якутии. Пока же он находится в соседней Иркутской области. Дмитрий Макаров, Денис Попов, Роберт Набиев. Вести. Якутия.